Остров подразделен на три части: климатических, субкультурных, субисторических, субэтничных. И вот эта гармоничная красота также красиво подразделялась на этих трех зонах. Независимо от региона, все домики, если мы опять же вернемся к аспектам пользы, прочности и красоты, были развернуты северной частью, северная часть домиков была развернута так, чтобы противостоять ветровым нагрузкам, которые дули с северо-востока Крыма. Наоборот же, южные части всех домиков и степного, и горного, и южнобережного Крыма были развернуты максимально к солнцу, аккумулируя тепло. Давайте посмотрим основные аспекты, которые объединяли домики и которые, может быть, немножко разъединяли нашу жилую среду. Начнем со стен. В основе всегда находился каркас. Каркас, состоящий из дерева, что, собственно говоря, и позволяло жилым домам сопротивляться и противостоять землетрясениям, сейсмике и выдерживать также и другие нагрузки. Что касается заполнения этого каркаса, то это был тот материал, который всегда можно было легко найти, легко раздобыть, тот, который был рядом. В основном это заполнение каркаса плитничком, в зависимости опять же от региона. Это использование глиносаманной смеси, это использование глиносаманных жлоков, которые также вылепливались и формировались очень легко, на скорую руку, но и сами по себе являлись достаточно экологичным материалом и прочным материалом. Давайте посмотрим, чем покрывались наши домики. Это была черепица. Черепица, которая тоже изготавливалась в районах непосредственного проживания наших, находящихся недалеко от компактного проживания, от деревенек, небольшие заводчики, где фактически вручную формировалась эта черепица, желобковая, знаменитая крымская татарская черепичка татарка, которая имела очень красивый абажурный терракотовый цвет, что и, кстати говоря, довольно гармонично наблюдалось со стороны и вписываемость домиков в окружающий ландшафт. Черепичка формировалась также вот, буквально у наших дедов, прадедов на надколенной части ноги, и поэтому имела форму по размеру колена и немножко такая вот она трапециевидная. Да. А еще подробнее. Непонятно. Вот глина накладывалась. Верхняя часть колена. Да. Глина накладывалась. Ага. Просто буквально там легким движением руки разглаживалась. Так. Вот она форма. Ага. Снималась. И просушка обжиг. Ага. Пожалуйста, наша черепица. Уникально, легко, быстро, практично. Колыб нога. Пожалуйста. А если кривые ноги, это значит кривая черепица. Ну, знаете, что интересно? Что практически так кривой черепицы не было. Да, то есть это говорит о том, что все-таки интересно. Очень интересно. Возьмем красоту, прочность и пользу степного дома. Опять же, главный враг Крыма – это северо-восточные ветры. Холодные, неприятные, которые дуют практически 7-8 месяцев в году. Домики степной части низкорослые, приземистые, с довольно толстыми стенами, вросшие в землю, закрытые проемами дверными и оконными к северу и максимально развернутые к югу. Рассмотрим горный и предгорный тепло. Это, как правило, двухуровневые домики. Первый этаж используется очень функционально. Это марас. В основном сложен из камня. Опять же, камень, который можно было найти рядом. Может быть, где-то что-то подтачивалось, но в основном подгонялось вручную. Хозяйственная постройка, где держался скот, где хранился урожай, запасы урожая и так далее. Верхний этаж – это жилье.
жилье, которое, опять же, очень прочно и красиво и функционально было выполнено в центре жилого дома сени, то есть входная часть. Дальше разделение функционально на две части. Как правило, одна сторона, это была сторона, где проживала семья, очень интимная сторона, это зона спален, зона кухни и зона, где нужно было принимать омовение, то есть хамам. Противоположная сторона сеней — это гостевая зона, очень парадная обычно, где все самое красивое, все самое дорогое, самое ценное выкладывалось и таким образом уже использовалось. Южнобережные домики, южные склоны Яйвы, очень крутые, очень рельефные. Посему для экономии пространства дома террасами вписывались в этих южных склонах. Что такое террасирование домов? Это когда крыша домика соседа плоская, глинобитная, глиносаманная крыша является своеобразной террасой, двориком для соседа или родственника, который живет этажом выше. Опять же, несколько слов хочу сказать об особенностях конструктива. Вспомните мощнейшее землетрясение начала 20 века, когда не уцелело практически ничего, за исключением наших крымско-татарских домов. В основе жилого дома, еще раз подчеркиваю, каркас. Сегодня в современном строительстве нас обязывают использовать железобетонный каркас, который должен сопротивляться 8-9-бальной землетрясению, которое рассчитывается по 8-9-бальной шкале Рихтера. Очень просто наши предки на протяжении столетий нашли эту формулу, завязав горизонтальные деревянные ригели, вертикальные колонны в одну жесткую, один жесткий короб. Домики сами по себе лаконичные, прямоугольные, чуть реже квадратные, что на сегодняшний день доказано наилучшая форма для сопротивляемости землетрясений. Теплотехнические характеристики. Пожалуйста, южная часть имеет, как правило, более тонкую стену аккумулирования тепла. Раскрытие максимально идет на солнце. Это галерея, которая также аккумулирует тепло. Закрытая галерея, чуть более поздний срок, когда уже пошло остекление домов, более интенсивное. Еще большее аккумулирование тепла, пожалуйста, например, можно сравнить с тепличными комплексами. Убранство. Несколько буквально слов. Опять же, польза, прочность, красота. Полы самые холодные, самое воздействуемое на организм, на тепло на полу. Мебель была не роскошная, но опять же очень функциональная. Низенькие диванчики, которые устраивались вдоль стен, так называемые сеты, деревянный каркас и подушки, вертикальные и горизонтальные, которые набивались в рисовой соломой. Сет. Очень функционально, очень полезно для здоровья и, естественно, удобно. Дальше небольшая система шкафчиков, в которых, как правило, выставлялась самая красивая, самая функциональная посуда, утварь, которая тут же использовалась хозяевами для просто функциональных, для функциональных нужд. Горизонтальные полочки дулап, рафчики, которые шли чуть выше уровня перемычки окна и тоже в основном опоясывали всю комнату. На них также можно было размещать и посуду, и элементы другой утвари, которые функционально использовались. Что касается потолка, то потолок также имел некоторые украшения. Это в основном резьба. Причем на южном берегу Крыма резьба была более богатой. Степной Крым располагал резьбой, но чуточку с более сдержанным орнаментом. Ткани
тоже представляли собой неотъемлемую часть интерьера. Опять же, очень интересная орнаментация, очень интересное расположение этих тканей в зависимости от географии Крыма. Южный берег имел чуть более красочную, сложную орнаменталистику, северный Крым имел более простую, скажем так, более функциональную, более бытовую колористику и орнаменталистику.